Опять. Опа. Ух ты. Оп. Есть. Опа. И, блин, сорвался. Отличный чебак. Только маленький. Гостем будешь. Вот моя печка горит. О, вон тебя крыша. жарко, почти. Конечно. Немножко расцветает. Очередной раз иду на рыбалку. Сегодня на улице тепло. Очень даже жарко. Даже 10 градусов, наверное, нету. Иду на то же самое место, где в прошлый раз рыбачил. В тот день было минус 28. Сегодня, наоборот, снег идет. И тепло. Будем смотреть, есть ли какая разница рыбалки. Разные погодные условия, морозы, наоборот, когда оттепель. В нескольких домах виден цвет. Он как это окраина деревни. Ну вот, мы уже на месте. Удочки уже закинул. В лунках поплавки. Сегодня буду ловить на обычный крючок. Мормышку даже и как-то и не хочется брать. Из-за того, что в прошлый раз на рыбалке на мормышку вообще не клевало. Но это будем смотреть по ходу дела. Если никакого движения не будет, можно попробовать и мормышки. Ну 5 только вот сидим. Пока ничего. Сижу уже где-то час. Поклевки так коротенькие были, но рыба берет очень вяло. Вот в течение часа поймал 2 чебака. И вот еще поклевки были. Поймал на мормышку свинцового цвета. А на обычный крючок так поклевки вот тычки такие были, но что-то сегодня клева вообще нету. На улице снег идет, валит аж прямо, шуршит все. Все в снегу. И ветерок такой северо-восточный. Очень осторожно. Глухозимье. Может, прикормка как-то не действует. Сегодня вот еще прикормку добавил в кормушку дольку чеснока. Может на запах чеснока подойти, а видишь, никакого изменения что-то тоже не берет. Что еще можно как поэкспериментировать? Что любит чебак? Опа! Мелочная она, блин. Крупно так не делает, крупно так спокойно. Удобно удочку хватать. Вот, больше часа надо было посидеть, чтобы дождаться поклевок. Интересно вообще. Обычно так сядешь на лунке и в течение минут 20 и начинает клевать, если рыба более активная. Но сегодня долго пришлось ждать. Дернет так и уходит. Все, жди опять. Это и есть рыбалка в глухозимье. Капризная рыба. Опять. Очень осторожно. Видел? Ужас. Как он тихо так тычет вон.
Не знаю, на камеру видно, нет. До такой степени осторожно, так, сейчас подергаю. Шевелишь он вообще. Ну, сейчас должен... Ого. Кивок даже не шевелится, а он поплавок выдает, что тычет там, блин. Подергает и перестанет. Все-таки, наверное, надо на мотыль. А Париж как-то чем-то ему не нравится. 5. Опа! Ух ты! Это еще такие. Вот Джек. Крепко взяла. Отличный чебак. Еще вон поклевка. Сейчас покрупнее поймал, думаю, распугал там всех. Нет, что-то еще есть, кто-то дергает. Пустую просидел в течение часа, руки начали мерзнуть. Он мини-костер разжег. 3 свечи, тепло, руки погрел так. Он опять дергает. Давай, давай, я тут. Подошла опять. У нее как осторожно так. Думает, брать, не брать. Так. Мелковато, конечно. Так. Сейчас она упала. Слишком уж. Совсем как шпроты, блин. Мелкая такая. Ну, отпустим его. Он слишком маленький. Иди, гуляй, Вася. Свечи горят, сразу в палатке воздух поменялось. Немножко потеплее становится. Температуру держит. Надо, наверное, опарыш поменять. Сейчас опять жди. Сразу. Ага. Вот. Опа. О, белку отпустили. Крупняк подошел. Отлично. Этот уже крупнее, помощнее. Думает, рыба сверху пришла. Дай, думаю, полюбопытствую. Все. Сел на крючок. Не надо быть таким любопытным. Вот, нет, да и на мормышку тоже берет. Так что надо все-таки менять. Начал на обеих лунках на обычные крючки ловить. Что-то вообще не ловилось, а вот сейчас местами там и на мормышку берет. Почему-то чебак не любит, когда дергаешь
крючок. Ну, шевелишь удочкой там, играешь. Все время, чтобы он стоял так недвижимо. Но ему, Чебаку, наверное, нравится, когда мормышка играет на течении. Сама не надо дергать, ничего. Просто вот так удочки стоят и ждешь. Вот моя снасть, крючок и опарыши, там 2 штуки сидят. Ничего такого секрета нету. Крючок торчит, на эта рыба не смотрится особо так. Если берет, так берет. Не мешает ему. Главное чтобы крючок был очень маленький. Так, все. Ловим дальше. Вот рыба сейчас попалась. В кадр, конечно, он не попал, когда я вытаскивал. И вот сейчас прыгает аж, вон как ил остается. Вон, смотри. Вещь, вон, коричневая. Что это означает, непонятно. Он возле дна держится или что? Перед этим еще одну поймал. И все такие коричневые идут. Вон. Что ты будешь делать? Какая же ты хитрая. Еле заметно. О. А? Это уже сразу выплевывает. Все, ушла. Сейчас немножко пришлось подождать. Вот на мормышку одна попалась. Попался один чебак. И вот тут еще поклевки есть, но осторожничает. Не решается. Вон, опять пришел. Возле крючка, наверное, там стоит. Сам не берет и других не Пускает. Подкормку добавил еще 2 дольки чеснока. На чеснок чебак не очень реагирует. Не нравится, видимо. Чеснок, наверное, лучше всего использовать при ловле карасей. Чеснок первый раз отчал для пробы. Не, другой раз уже этой прикормкой рыбачить не буду. Чесночной. Что-то подходит и уходит. Вон, рыбалка по времени, блядь. Вот. Рыба есть. Надо только ловить. Вот еще одну поймал. Очень так осторожно, так тык-тык-тык-тык дергает, вибрация идет по воде. И резкую подсечку сделал, блин. Все, попался. Он мой. А после него вот еще один подходил. Ту же самую операцию сделал, но перехитрил он меня. подошел. Опять видел. Немножко так тычет. Оп. Есть. Опа! И, блин, сорвался. Так. Идем дальше. Покрупнее всегда уходят. Ну что, будем, наверное, закругляться. Рыба берет вяло, конечно, сегодня. С промежутком времени
Надо вот от одной поклевки до другой минут 5 и больше ждать. И очень вяло берет. Поймали сколько там? 3, так, 9 штук. 9 чебаки все. Никому жарку не потянет. Кому жарко, да, считается, когда на сковороду ложишь один слой, сверху уже второй слой, даже третий слой накладывают. И некоторые заливают молоком и в печку там жарится, парится или что там делает он. Аж румяный становится. И вот это считается жарко. Некоторые на масле жарят. Вот это количество рыбы я считаю, один слой на сковороде. Это как у нас, лично у нас в селе называют русская жарка, рочь жарка. Даже вот рыбаки наши нишевские сходят на рыбалку и говорят: ну как, поймал рыбы, поймал русскую жарку, рочь жарка. Это малое количество рыбы. Или вот иногда бывает, что ну как, поймал рыбу и да, говорит, на кому жарку поймал. Кому жарко это считается, не жалею, накладывают в сковороду рыбы. Рыбы раньше много было, из-за этого не жалея, жарили. А сейчас что, вот поймал там немножко, это никому жарко, однозначно. Я рыбачил сегодня. Глубина чуть больше метра. Погода сегодня теплая, до 10 градусов, вон какая природа. Снег идет. Это палатка моя, чехол от палатки. Вот такой снежок. И целый день вон облачно. Разницы особого не заметил, что минус 28 рыбачил, поймал 11 штук. И сегодня вот в теплую погоду до 10 градусов она на сегодня. Ничего не поменялось там. Поймал 9 штук рыбы. Прикормка, еще для разнообразия добавлял чесночные дольки, скорлупа, чесночные дольки 3 штуки, прикормку. Прикормка та же, сухари, и добавлял еще магазинские, не знаю название, не помню. Насаживал на крючок опарыш, ловилась что на мормышку, что на обычный крючок одинаково. Периодами так. То в один крючок, то на мормышку. Все, наверное, на сегодня. Хватит. Будем в следующий раз рыбачить. 9 штук. Подкрепление приближается. Местный рыбак. Куднян. Давай, смотри мой улов. Вон, заходи. Гостем будешь. Вот моя печка горит. Вон рыба. Конечно. Я и говорю, коми жарки не дотянул, но роль жарка-то есть уже. Чеснок-то он прикармливает, и чеснок нихуя не действует. Вон, дергается еще. Живые. Все, будем домой уходить уже. Да. Vidlas, tyk, vidlalistas i mikä. Enotse, 5-10 minut, коли відсічніше, бара відлалась. І от
Сидишь, да? Meikä kasi toivois, niin se sieltä käynyt. Niin. А ты эсти туин, валя ящань. Да, oi bläs. Meillä meidän tätä me tahtitte. Me katsoa зорты зайти того. Se ne kantoja. Ну ладно, пойдем домой.